Салям алейкум, дорогие телезрители. В прямом эфире АТР программа «Крымский вопрос». И сегодня у нас в гостях депутат Верховной Рады Украины, глава межфракционного депутатского объединения «Крым» Алексей Гончаренко. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Вы достаточно важный человек по этой теме. Почему, наверное, легко объяснимо. Потому что сейчас уже более месяца идет гражданская блокада Крыма, которую вы поддержали, насколько я изучал СМИ. И мы сейчас находимся накануне парламентской сессии. Расскажите ваши отношения к блокаде более развернуто, и ваши личные, и депутатской группы. Ну а дальше поговорим про уже дальнейшие действия, возможные, политические. На нашем заседании нашего межфракционного объединения у нас входят депутаты из всех фракций, практически из всех, кроме оппозиционного блока. Мы приглашали Юлию Левочкину, но она почему-то не вошла к нам. Она же была когда-то мажоритарщиком от Крыма в прошлом созыве. Поэтому мы думали, может быть, она захочет работать, но в составе объединения она не сделала этого. Остальные все фракции у нас представлены. И на нашем заседании Рифат Чубаров и Мустафа Джамилев докладывали перед началом акции по гражданской блокаде Крыма о ее целях, о задачах, о методах. И мы обсуждали и приняли решение, оформили его там соответствующим образом протоколом, что мы поддерживаем, как в целом объединение, межфракционное объединение в Верховной Раде, поддерживаем эту идею, поддерживаем такую инициативу, поддерживаем наших коллег. Дальше, вы знаете, началась акция, она уже продолжается, уже скоро, по-моему, более месяца. Да, то есть уже скоро будет, наверное, 1,5 месяца. Да. И мне кажется, что она добилась сразу главной цели, одной из главных целей, которую она перед собой ставила, как я это понимаю, это вернуть Крым в повестку дня. Обсуждение, что происходит в Крыму, что происходит вокруг Крыма. И это произошло очень быстро. То есть Крым стал топ-темой, и это первый очень важный результат. Дальше было много внимания привлечено, и это тоже очень важно, именно к теме экономического сотрудничества с Крымом, с оккупированной территорией. Потому что мы, наше межфракционное объединение, я лично, мы и до этого момента не молчали. Да? Мы проводили, например, инициировали комитетские слушания. Я являюсь секретарем комитета по региональной политике и местному самоуправлению, то есть, в принципе, профильный достаточно комитет. И мы организовали комитетские слушания по тематике Крыма. И одна из наших рекомендаций была это отмена закона о свободной экономической зоне. Когда это было? Это был май месяц. Это был май месяц. Мы официально их отправили, наши рекомендации, президенту, кабинету министров, спикеру парламента. Но мы и тогда, и сегодня занимали какую позицию? Что так как вопрос экономического сотрудничества с Крымом, да, в какой форме он может быть, в каких объемах, и так далее, это вопрос, безусловно, национальной безопасности Украины, то делать какой-то проект закона самим нам, как депутатам, неправильно. То есть правильно, чтобы была инициатива со стороны президента или кабинета министров, что выйдет такой проект закона в сессионный зал. А мы, конечно, как депутаты, кому не безразлична судьба Крыма, и я могу сказать, всем депутатам Верховной Рады не безразлично, но нам, в нашем объединении особенно, готовы поддерживать такой закон, работать над ним, вносить правки при необходимости, проводить его через комитеты, фракции, и так далее. То есть обеспечить ему прохождение. К сожалению, этого до сих пор не произошло. Когда началась акция, Рифат Чубаров также нам рассказал о том, что у него было общение с администрацией президента, они общались с президентом, и есть позиция, потому что будет отменен этот закон и внесен новый закон. Пока на эту минуту этого нет. Я очень надеюсь, что до момента сессионной недели, которая начнется во вторник, это может произойти, закон может поступить в Верховную Раду, и тогда мы будем делать все возможное, чтобы он шел быстрее, и максимально его лоббировать, его принятие. Потому что сложившаяся на сегодняшний день ситуация, конечно, никуда не годится, когда фактически Украина своим экономическим сотрудничеством с Крымом поддерживает оккупационный режим, с одной стороны. С другой стороны, есть проблема нерезидентов, переселенцев. Да, причем тоже острая проблема. Очень острая проблема. То есть мы это все, мы осознаем это, но межфракционное объединение — это не та структура, да, это не комитет, я как раз, Алексей, не хотел фракция. спросить, что, в общем-то, я не буду вас упрекать в том, что вы прячете от ответственности за такую прямую работу по внесению законопроектов, но
как вы сказали, это такой, можно сказать, клуб по интересам. Да, ну это так и есть, это правда. Но, может быть, пришло время как-то, не знаю, активизировать ваши действия. Потому что, вот смотрите, май месяц, да, вы тогда внесли, не внесли даже, а предложили, да, Да. это сделать. У нас полгода прошло. Если бы не было блокады, я абсолютно уверен, что ничего бы не происходило. было вообще. То есть, как политики, заинтересованные в Крыме, вы, конечно, должны быть признательны этим людям, которые там мерзнут до сих пор, да, за Так и то, есть. что это возвращено в повестку дня. Но я вам скажу, что, конечно, я там бываю постоянно и разговариваю с людьми, конечно, протестующие ждут от вас, от депутатов, не только от президента в первую очередь, но от вас тоже каких-то конкретных реальных действий. И просто вот, если, допустим, во вторник не внесут этот закон из администрации, вы что, ничего не скажете? Будете ждать дальше? Нет, мы будем, безусловно, реагировать. Но давайте я хочу сказать вам, что мы сделали, чтобы... Это все-таки Хорошо, межфункциональное объединение. отчитайтесь. Да, давайте я отчитайтесь, чуть да. отчитаюсь. Да. То есть, с одной стороны, это, безусловно, клуб по интересам. То есть у нас нет, чтобы вы понимали, нет секретариата, нет какого-то там времени по регламенту, отведенного нам. То есть депутаты могут объединиться там в массу таких межфракционных объединений, их на самом деле масса в парламенте, в том числе вот такое, как создали мы. Однако у нас есть результаты. Мы с первого дня как бы были созданы. Первый вопрос, который мы поставили, о создании государственной службы по вопросам Крыма и Автономной Республики Крым и города Севастополь. И это решение, которое еще в июле месяце прошлого года было принято Кабмином о создании такого органа государственной власти, оно не было реализовано к моменту вот начала работы нашего депутатского объединения в декабре. И более того, у нас ушло 4 месяца, чтобы добиться этого решения. Я несколько раз по этому поводу говорил с Яценюком. Мы готовили депутатские запросы, мы выступали на сессионных заседаниях Верховной Рады. И, наконец-то, в марте месяце, как вы знаете, эта служба была создана. То есть мы понимали, что должен быть орган исполнительной власти, который этими вопросами занимается. Депутаты не могут подменить орган исполнительной власти. Должен быть орган исполнительной власти, который этим занимается. И мы этого добились. Этот орган был создан, у него появился руководитель. Есть у нас сегодня вопросы к активности этого органа. Какие? Ну, мне кажется, что он мог бы быть более активным. Кажется, что он мог бы взять на себя больше объемы полномочий и связаны в том числе и с экономическим сотрудничеством с Крымом. То есть, комментируя, отвечая на ваш вопрос, я говорю, что у нас есть определенные результаты для нашего межфракционного объединения. Мы добились этого. Дальше мы провели комитетские слушания. Есть такой порядок в Верховной Раде, что чтобы перейти к парламентским слушаниям, я вам скажу, что до сих пор с момента оккупации Крыма не было парламентских слушаний на тему Крыма. Ни одного. Нет. Блестяще. И есть процедура через комитетские слушания к парламентским. То есть мы провели комитетские в мае, и сейчас мы, проведя их, мы можем на следующую сессию планировать. И вот у нас сегодня в графике, который работы Верховной Рады, мы на февраль месяц надеемся провести парламентские слушания по вопросу Крыма. Я понимаю, что, Алексей, наверное, не поздновато, я прошу очень сильно прощения. я понимаю, что для вас, для наших слушателей, может быть, это кажется, да, там какие-то месяцы и месяцы идут, но депутат, он на самом деле не так широк в возможностях своих, как Я может понимаю, что вы не показаться. президент, Алексей. Да, то есть мы стараемся, чтобы вопрос был в повестке дня. На годовщину событий в Крыму, то есть конец февраля, начало марта и там до конца марта, мы делали там выставку в здании Верховной Рады. Мы размещали баннер там на трибуне. Нет, что касается информационной деятельности. Мы стараемся это делать. Но, к сожалению, конечно, могу сказать, что все время так складывается, и мы это видим, и нам это очень не нравится, что все время вопрос Крыма, он как бы есть, но его как бы... но как бы и нет. То есть, с одной стороны, все понимают, да, Крым — это Украина, и мы, конечно же, там, от этого не отступаем ни на шаг. С другой стороны, ну а что мы типа сейчас можем сделать? Ну У нас да, тут пусть есть Америка Донбасс. решает. Да, у нас тут есть да. Донбасс, у нас тут сложнейшее экономическое положение. То одни выборы, то другие выборы. Нет, я тут слышал, Алексей, такое высказывание от одного из гостей, что это уже международный вопрос, как бы Украина, а что она может сделать? Мы же войной не пойдем на Россию и так далее. Окей, войной не пойдете, но параллельно продолжалась торговля, очень коррумпированная, Абсолютно. жуткая и так далее. То есть, как бы вот это якобы бессилие, на самом деле возможностей украинской власти много. И вести крымскую политику какую-то осознанную, стратегическую, и помогать людям, которые там живут. У них полно проблем, связанных с украинским государством, там, со всякими делами, да, и так далее. Тем не менее, ничего нет. Я знаю, что когда украинским депутатам что-то нужно, на самом деле, да, они могут перекрыть трибуну, они могут встать и сказать, немедленно слушаем тему по этому закону.
Готовы ли вы к подобным Я действиям? вам Или будем скажу- ждать февраля? Я вам скажу, что, знаете, каждый депутат, устраивает некую, у него есть свой образ действий. Я ни разу не блокировал трибуну, я считаю это неправильно. Я вообще считаю неправильным, когда, есть вещи, да, допустим, когда там во время Януковича там было персональное голосование или там какие-то, там связанные просто с демократией. Да, у депутатов, у меньшинства, у оппозиции не было другой возможности, кроме как блокировать трибуну. Но в принципе это крайняя вещь. И ничего хорошему вот эти все блокирования не приводят. Приводит к тому, что работа парламента парализована, и все это превращается в шоу, которое там только на выборы и необходимо. Поэтому я ни разу еще не блокировал трибуну, и не было пока того вопроса, за который я считаю, это было бы правильно сделать. Может быть, такой вопрос приближается. Почему нет? Именно вопрос по Крыму. Мы на самом деле настроены очень, так скажем, решительно, в том смысле, что мы хотим добиться и хотим увидеть изменения законодательные по экономическому сотрудничеству с Крымом. Закон о свободной экономической зоне мы считаем необходимо отменять и принимать другой закон, который действительно отвечает потребностям сегодняшнего дня. Может быть, если мы увидим, что на следующей сессионной неделе у нас опять ничего не происходит, может быть, мы уже перейдем к каким-то другим действиям. Я не могу говорить за все межфракционное объединение, потому что для этого нам надо собраться. Нужно, да, нам нужно собраться и этот вопрос обсудить. Мы это планируем сделать на следующей неделе. И будем, безусловно, информировать о Сколько у вас результатах. народу? Извините, такой простой вопрос. У нас 14 человек. Это в основном кто? То есть это разные люди. Я уже говорил, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, Юлий Мамчур, который служил в Крыму, вы знаете. Понятно, кто это. Да, почему. Также входит Ирина Фрис, родители которой из Крыма, и там она связана корнями с Крымом. У нас входит Мустафа Наем, у нас входят мажоритарщики от Херсонской области, Гордеев, Хлань, Спиваковский, которые граничат сегодня с оккупированной территорией полуострова Крым. И вот состав нашей... У нас входит Ирина Суслова. И вот это состав той группы, которая сформировалась. Я, на самом деле, когда мы ее формировали, отправлял письма всем депутатам, всем главам фракций, что мы хотим такое создать. И обращался. Я, кстати, не планировал быть главой, я просто выступил с такой инициативой. Да, вы же к Крыму прямого отношения Я не имею да. прямого отношения. У меня на самом деле тоже есть крымские корни, но я не жил в Крыму, я не родился в Крыму. Я там много был и часто был, но я не крымчанин, я одессит. Но когда мы его создавали, я, честно говоря, видел главой объединения Мустафу Джемилева. Кстати, в объединение входит Георгий Лагвинский. Он был много лет помощником Мустафы Джемилева, он так владеет тематикой, юрист очень сильный. И, кстати, одно из действий, которое тоже наша группа в лице Георгия сделала, это вручение повесток депутатам французского парламента, которые ездили в Крым. Сейчас недавно, вы помните, это было во главе с Тьерри Марьяни. Сейчас сербам можно повестки вручать, там уже много кто и побывал. будем вручать. Что мы сделали, что Георгий сделал в Страсбурге во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что он, как и я, являемся делегатами в ПАСЕ. То есть мы звали очень многих, и я видел главой Мустафу Джемилева, но он сказал, что у него очень большая международная деятельность. Вообще это правда. Да, это абсолютно правда. Он человек немолодой, и очень занятый. много времени. И поэтому он говорит, раз твоя инициатива, вы молодой, вы давайте и старайтесь. Я стараюсь. Наверное, межфракционное объединение могло бы сделать и больше, но реально мы стараемся, чтобы вопрос был в повестке дня. Мы проводили акции по Кольченко, по Сенцову, по тем жертвам репрессий, которые происходят в Крыму. Алексей, это одно из, кстати, требований блокады, в том числе. Конечно, освобождение этих людей. Сегодня российская власть такое иезуитское решение приняла. Они разрешили въезд в Крым Рифату Чубарову и одновременно заочно его арестовали по делу, по которому 5 лет, до 5 лет лишения свободы по российскому закону. Да? Но мне так кажется, что сейчас, может быть, пришла пора немножко расширить ваше, хотя и без того мощное объединение, в принципе, там люди известные есть. И такие, драйвовые. Правда, я не слышал, чтобы некоторые депутаты что-либо делали по Крыму, но, может быть, сейчас они как-то активизируются. Может быть, вы попробуйте еще раз разослать письма во фракции. Может быть, кто-то придет теперь. Потому что, понимаете, в чем дело? Когда Майдан стоял в Киеве, все шли туда. Это все было рядом и так далее. Проблема этого протеста во многом состоит в том, что он очень далеко. Давайте честно признаемся, что никто из членов вашей не был на блокаде. Кроме Чубарова и Джемилева. Но, может быть, надо съездить, может быть, надо пообщаться с людьми.
Вы понимаете, там люди тоже стоят, они, в общем-то, там не в отеле «Хилтон» живут, да? Они там живут в палатках, они едят на улице. Это три совершенно разных места, да? И я вам хочу сказать, что мало хороших слов там о власти удается услышать. Обязательно, я планирую это сделать. Когда началась блокада, к сожалению, одновременно с этим начались местные выборы, которые вот только сейчас заканчиваются. Я, например, был лично вовлечен в них очень активно. Там, как глава в Одессе, да. Одесского областного штаба «Блок Петра Порошенко. Солидарность». И понятно, ну, выборы — это выборы, и это занимает массу времени и всего остального. Ну, вот, поэтому, ну, обязательно, конечно, мы побываем, и ну, мы в контакте находимся с Рифатом Чубаровым, постоянно созваниваемся, выясняем, как дела, что, нужна ли какая-то помощь, то есть это мы делаем. Я вас очень призываю, на самом деле, съездить туда. Потому что общение здесь в кабинетах — это одно, общение с людьми там — это немножко совсем другое. Полностью согласен с вами, обязательно это сделаем. Да, и там время исчисляется днями, а не месяцами. И люди хотят результата. И на самом деле, ну, это мое мнение, может быть, вы не согласитесь, все-таки как бы такие, когда общественность берет на себя функцию государства, это не очень правильно. Как бы на вот такие вопросы должны быть монополия у государства, на вот эти таможенные вещи всякие там и так далее. Очевидно. Да, но если там почти 1,5 месяца стоят люди, которые не пропускают товары, да, формально это незаконно, формально, да, но молчаливая поддержка как бы имеется у общества у власти, но ее необходимо институциализировать, извините за выражение. Как можно скорее. Я с вами согласен. То есть мы понимаем это, и что от нас зависит, будем делать для этого. Почему я сомневаюсь в том, что, хотя президент сказал, почему я сомневаюсь в том, что этот вопрос может быть быстро решен? Просто есть некий опыт, который говорит о том, что за эти 1,5 года, вот кроме того, о чем вы сказали, ничего предпринято не было в законодательном поле. Смотрите, значит, закон о статусе коренного народа Крыма не принят. Закон, вот о нем позавчера напомнил Мустафа Джемилев, закон о топонимике крымской, возвращении. Казалось бы, вот десоветизация, где-то уже там памятники Ленину все посносили, а что стоит переименовать крымские населенные пункты по довоенному, досталинскому образцу, да? Казалось, вообще закон, ну, сейчас в данных условиях он никаких не несет затрат для Украины, да? Но даже он не принят. То есть не принято ни одного законодательного акта, который свидетельствовал бы о том, что Украина вспомнила о Крыме. Вообще. Как вы думаете, как хорошо это? Как это воспринимается крымскими татарами, которые живут, допустим, в Крыму? Ну, я вас все-таки, ну, что картина такая грустная складывается с ваших слов, и она действительно непростая. Да я вам говорю, он транслирует то, что говорят крымские татары. Я понимаю, но я все-таки здесь вас, разрешите, чуть-чуть подправлю. Есть заявления Верховной Рады, которые голосовались, обращения там, и в ООН, и в Совет Европы, и в Европейский Союз по вопросу и Крыма, и политических репрессий. А, кстати, еще одно мероприятие, которое мы проводили, мы принимали участие и организовывали круглый стол по вопросам религиозного преследования в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и поднимали вопросы в первую очередь Крыма и того, что там происходит. И с мусульманами Крыма, и с баптистами Крыма, и с верующими Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Мы поднимали тематику, когда отбиралась земля под Симферополем, ну, фактически в Симферополе, Украинской Православной Церкви, под строительство жилья для сотрудников ФСБ. То есть мы эти темы поднимаем. Ну, и причем пытаемся их вынести в том числе и на международный уровень. Это хорошо. Вот мы на парламентской ассамблее Совета Европы это происходит. Вот сейчас была сессия ПАСЕ последняя в сентябре. И там был крымско-татарский отдельный вечер, события, которые, ну, тоже там происходило, вообще, которых Алексей, приглашали. Классно все работают на международной арене. Вообще классно. Встречи, круглые столы, значит, заседания и так далее. Что ж сложного-то у себя дома сделать хоть что-нибудь? Ну, мы что-то делаем у себя. Ну, я согласен с вами, с одной стороны, что недостаточно, но я просто хотел сказать, что что-то делается. Вот чтобы ПАСЕ, не сложилось впечатление у наших телезрителей, я на что вас не не делается нападаю. вообще ничего. Еще раз, вы не президент, вы депутат и так далее. Но просто очень странная ситуация, когда я уверен, что в ПАСЕ тема Крыма поднималась чаще, чем Верховная Рада. На каждом заседании мы поднимаем тему здесь Крыма. нет? Я лично там неоднократно поднимал. Нил Муженкис, это комиссар Совета Европы по правам человека, с ним общались непосредственно. Он же был один из очень немногих людей, которые попали в Крым и смогли заехать из международного сообщества и дать какие-то оценки тому, что там происходит. И мы это с ним проговаривали и до, и после его поездки туда. Но смотрите, все-таки мне кажется, что сейчас такой момент настал, уже изменилась ситуация.
И тема Крыма, она сейчас важнее, чем была раньше. Она острее, она понятнее. И мне кажется, что это было бы важно и для вашей Я политической согласен. карьеры тоже, как депутата. Я же вижу, как народ звонит, допустим, на АТР, и народ звонит там с Ужгорода, с Житомира, с Полтавщины, с Запорожья и выражает поддержку крымским татарам. Наверное, если бы депутаты сейчас мощнее в это дело вписались, если бы они проявили себя как реальные действующие политики, которые говорят, мы настоим, мы этот закон примем, мы примем эти законы. На самом деле, штук 4-5 законов, которые нужно принимать. Там закон о свободной экономической зоне, он не единственный. Не единственная тема. Но, то есть, и расширять, мне кажется, и фракцию, и группу депутатскую тоже бы стоило, да, и делать ее более сбитой, и более часто собираться, и выступать публично. Вас тоже мало слышно. Ну, извините, это мое со стороны мнение. Я видел вашу поддержку блокады, и, в общем-то, все дальше. Я понимаю выборы, но сейчас выборов уже нет, и уже, ну, почти нет, да? И именно так мы тоже видим это и собираемся это делать. Смотрите, у вас лично какие-то свои идеи вот, касательно Крыма, касательно стратегии крымской политики Украины существуют? Я вообще считаю, что нам необходимо на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины принять стратегию там, деоккупации Крыма. Ну, там, не знаю, назвать можно по-разному. Но это должен быть стратегический документ на уровне СНБО, не ниже, и в него должны входить целый ряд вещей. Там, я считаю, что максимально, конечно, мы должны решить вопрос по переселенцам, нерезидентам, вот этому статусу, это горячий вопрос. Да, в который они попали. Конечно, мы должны решить вопрос по экономическому сотрудничеству. Конечно, мы должны решить вопрос по тому, чтобы дети, заканчивающие школы в Крыму и которые готовы и хотят учиться в Украине, могли это делать бесплатно, на льготных основах, и чтобы государство могло им помогать. Потому что это то связующая нить, которая может нас связывать. И мы не знаем, сколько продлится оккупация. Мы хотелось бы, чтобы там мало, а она может продлиться и годы, мы этого не знаем. Мне кажется, вот эта мысль очень многим мешает. Не надо думать об этом. О чем? Сколько она продлится? Да. Это, знаете, как, это может быть бесконечно. Мы сложили руки. Бесконечно ничего не может быть, и это тоже не может быть бесконечно. Но это можно делать. То есть вот весь спектр вопросов, о котором мы говорим, его можно и нужно ставить. Сейчас, например, опять же, на нашем межфракционном объединении мы ставим вопрос о переносе Симферопольского государственного университета в Херсон и создание его, воссоздание его, скажем так, в Херсоне, потому что сегодня он больше практически не существует, и он влился как там федеральный университет, реформы, да, там Таврический вузов, да, федеральный университет. И по нашим данным есть целый ряд студентов, которые готовы выезжать, покидать учебу там. И вот преподаватели, что очень важно. С Казарином. Да, абсолютно верно. Так он был одним из, собственно говоря, тех людей, которые с этой идеей ходят, обращаются, и наше межфракционное объединение это поддержало. И мы знаем, что этот процесс, в общем-то, уже начал даже как-то реализовываться. И вот из таких шагов, мне кажется, складывается стратегия деоккупации Крыма. Но она должна быть все-таки принята государством на стратегическом уровне. Но она без вас не примется. Ну, это СНБО, Совет национальной безопасности и обороны. В него входит только председатель парламента, остальные депутаты не входят, да и не нужны, собственно говоря, там. Я понимаю, что они, может быть, не нужны там, да. Но политическое лобби, понимаете, Крым должен иметь политическое лобби. То, чем вы занимаетесь, это такой зачаток политического крымского лобби. Если вы возьмете на себя это, вы молодой, вы энергичный, хотя, вернее, потому что одессит, может быть, но хоть и не житель Крыма, но, тем не менее, мне кажется, вам это, в принципе, под силу. Спасибо. Я стараюсь и буду стараться больше. Вот один вопрос, который вызвал достаточно много споров. Много, закона о коренном народе, это, в общем-то, понятно, хотя тоже не принят. Да? Закон о топонимике тоже вроде как... Извините, я вас дополню, на комитетских слушаниях мы дали рекомендацию, что при внесении изменений в Конституцию прописать пункты о коренном народе Крыма прямо в тело Конституции. Мы считаем это правильно. Это правильно. Но есть еще один вопрос. Он возник после того, как активисты блокады Крыма вывесили там на бигборде на границе административной Крыма, вывесили плакат на 2 языках, на котором было написано «Украина, Крымско-Татарская автономная республика». И, может быть, вы были увлечены в этот момент выборами, не следили, а может быть, знаете, да? Что поднялся очень большой спор на предмет, нужна ли такая республика, как она будет выглядеть и так далее. А как вы считаете, нужна? Ну, эту идею озвучивал еще какое-то время назад Мустафа Джемилев, и
Я скажу вам, она неоднозначная, мое мнение. Я не очень понимаю, то есть на сегодняшнем этапе, что это дает напрямую. То есть это один из тех вопросов, которые мы хотим обсудить на Я вам нашем расскажу, что заседании. это дает. Скажите, пожалуйста, Как крымский вы татарин. видите Да? это, да? Это о структуре можно решать и в парламенте, и в соответствии с европейскими процедурами и стандартами это делать. Да? Есть провинции в Европе, где есть нацменьшинства, они там институциализированы, да, их представительство. Крымским татарам это должно в будущем дать гарантии сохранения языка, дать гарантии того, что никакое государство, даже самое свободное, не посягнет на какие-то такие преобразования их земли, которые, с которыми не согласны. Да? Это землепользование, язык, образование, культура и так далее, и так далее. Есть важные вещи, и я не очень понимаю, чего бояться. Я как раз с Жемилем, когда здесь разговаривал, он сказал, ну даже в России это реализовано. А чего Украине-то бояться? Уж, наверное, как вы считаете, есть угроза сепаратизма со стороны крымских татар? Ну, Украины точно нет. Все-таки в этом плане Украина Ну, и прозрела. сегодня, ну, я никогда так и не думал, и наоборот, и думал, и говорил, и говорю, и что крымские татары сегодня это основная, по большому счету, сила, которая связывает Украину с Крымом. И это очень важно. Ну, не единственная, потому что когда часто одна из тоже таких перегибов есть, когда мы говорим о Крыме, мы говорим исключительно о крымских татарах. На самом деле и репрессии там происходят в Да, отношении далеко не я только понимаю, крымских но татар, и единственное- проблемы. Да, единственное Да. сообщество просто оформленное. Оформленное, да, чёткое, это абсолютно, крымские и татары. которое мало того, что оформлено, оно признано миром, что оно есть, и это понятно в мире, что вот есть народ, для которого является эта земля родиной. Это коренной народ и у Крыма, и Украины. Поэтому однозначно крымские татары — это один из главных связующих таких канатов Украины и Крыма. Мгм. То есть все-таки, в принципе, вы готовы рассматривать этот вопрос? Мы и- готовы. Я не сказал, что я являюсь противником этого. Я говорю, что тут есть целый ряд вопросов, которые необходимо нам решать. И, возможно, такой вопрос очень важный. И, возможно, он потребует, в том числе и всеукраинского референдума, чтобы люди сказали «да» или «нет». И к этому тоже надо готовиться, и об этом тоже нужно говорить. Мы затронули тему репрессий. Репрессии серьезные в отношении крымских татар, не крымских татар, которые там не согласны с политикой и так далее. Какие методы воздействия на власти Российской Федерации вы видите возможные страны и парламента, и правительства, и, может быть, президента со всех спектров власти, и какой-то судебной власти? Что-то надо делать или как? Надо делать обязательно. Мне эта очень тема близка. Я хоть немного, но там 6 часов тоже побыл узником у них в Да, Москве. да. В отделении полиции Китай-город. Там был арестован на марше памяти Бориса Немцова. Там совершенно ни за что. Ну и понятно за что, за мою позицию. И они явно не собирались меня отпускать. Наоборот, они уже, Следственный комитет Российской Федерации уже, извините, как говорят, вшил мне дело об убийстве граждан Российской Федерации. О чем? Убийстве и истязания граждан Кого Российской убили и Федерации истязали? во время событий 2 мая в Одессе прошлого года. Там ни один гражданин Российской Федерации не погиб, но это их никак не остановило, у них есть целое дело, и они дали сообщение, что Гончаренко изучается его причастность к этому делу, и за мной уже к отделению полиции Китай-город, как мне рассказывают мои адвокаты, Фейгин и Полозов, те же адвокаты, кто у Надежды Савченко. Это адвокаты всей Украины. Да, уже. они, можно уже сказать, адвокаты Украины. Они были моими адвокатами. И подъехала уже к отделению полиции, подъехал автозак Следственного комитета Российской Федерации, то есть меня уже собирались этапировать. А что Дальше, помешало вам стать узником совести? Я так понимаю, что реакция международная, потому что... И мне кажется, просто меня, знаете, спасло стечение обстоятельств. Гибель Немцова, очень много внимания в России. Да, негативный фон и так Совсем был, очень да. негативный фон. Они еще и, похоже, не знали, так как я первую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы пропустил, а была январская к тому моменту, и они не знали, что я делегат ПАСЕ, похоже. А по делегата ПАСЕ даже по российскому законодательству есть иммунитет, потому что Россия входит в Совет Европы. То есть, совсем уже такой. Они же Савченко не признают делегатом ПАСЕ и народным депутатом Украины. А по мнению... вас они признали? Да, они не могут сказать, что я не народный депутат, но это их не волновало. А вот то, что я делегат ПАСЕ, их взволновало. И когда пошло заявление Ани Брассер, президента ПАСЕ, когда это пошло там на всех экранах, там, начиная от арабских стран и заканчивая там, Соединенными Штатами Америки, и была реакция нашего президента, который там, я ему очень за это благодарен, непосредственно ставил вопрос перед российской стороной о немедленном моем освобождении. Я думаю, что вот эта совокупность, они просто приняли решение, что лучше в этот раз его выкинуть скорее и отпустить. Но могло сложиться совершенно по-другому. Я возвращаюсь к вашему вопросу. То есть мне это совершенно не безразличная тема. И если я там за 6 часов, поверьте, многое там прочувствовал на себе,
то что чувствует на себе Сенцов. там Сенцов, Кольченко. А когда произошел, был оглашен приговор в отношении Сенцова, Кольченко, ну, это, то есть вообще, это выходит за рамки какого-то человеческого восприятия. То есть мы понимаем, что людей хоронят заживо, ну, то есть на наших с вами глазах. И ты понимаешь, что с этим, вот вы задали вопрос, что можно с этим сделать, и понимаешь, что ты в тупике, да, вот что сделать, непонятно. То есть международные все сообщества, 15 раз в них обратиться, ну, обращались уже Но на вот всех уровнях. Вот Чубаров хочет не в Гаагский, в Страсбурге, в суд по правам человека обращаться в связи вот с этим его заочным арестом. Это правильно. Я, кстати, тоже обращаюсь в Европейский суд по правам человека по событиям в Москве, потому что это грубое нарушение всех там прав, конвенций, в том числе и ратифицированных Россией, в отношении лично меня. Но в отношении... Мы видим просто, что в отношении этих политзаключенных Россия демонстрирует, что она готова идти до конца. Что нам сделать? Может быть, произойдет какой-то обмен с Россией, и мы сможем таким образом... Потому что поверить в то, что Россия там как-то одумается и даст, извините, заднюю, я не верю в это, я не вижу для этого никаких оснований. Поэтому может быть обмен какой-то, который может произойти. Ведь обмены происходят постоянно, если говорить честно. Еще важный вариант. Конечно, к этому к числу этих узников относятся и крымские татары, которые сидят сейчас в Крыму, да? Но есть еще небольшой нюанс. Я, честно говоря, не слышал, может быть, вы меня поправите, какого-то акта украинского либо парламента, либо там суда, либо чего бы то ни было еще, на тему того, что там проводятся национальные репрессии. Почему Украина... Есть? Именно да. национальные Именно репрессии? национальные репрессии. Мы принимали соответствующее решение этой весной, я могу ошибаться, по-моему, в апреле месяце. Мы принимали, или в годовщину событий по Крыму, мы принимали обращение к вот всем там международным организациям и говорили о религиозных и национальных репрессиях. Если будет... Сейчас угроза такая идет запрета Меджлиса. Правда, Да. непонятно, как его могут запретить, потому что Меджлис не зарегистрирован нигде. Да. Да, это выборный орган, в котором люди там, от района, там, улицы, там, поселка и так далее, выстроенная система самоуправления крымских татар. То есть понятно, что запрет будет означать только активизацию репрессий в отношении конкретных людей, да? Активистов. Но да. с моей точки зрения, если это сделает Россия, она допустит стратегическую ошибку, такую политическую, потому что это решение, оно напрямую уже выглядит как не гибридно, а прямо, да? Как национальные репрессии в отношении крымских татар. Что в таком случае сделает украинский парламент, украинская власть, если будет принято? Будет ли острая реакция, выйти ли вы на трибуну? Однозначно. Я могу вам это, и не только на трибуну украинского парламента, слава богу, есть трибуна Совета Европы, парламентская ассамблея Совета Европы. Мы сделаем, вот я думаю, сейчас нас слушают телезрители, и кто-то скажет, вот они выйдут на трибуну, и что толку? Но просто я хочу, чтобы понимали нас, что наш инструментарий не такой, так велик, как нам бы хотелось. Алексей, я вас поймаю только на одном слове. Да. На том, что вы достаточно молодой и решительный политик, и на том, что Крым — это тема, которую вы признали темой сейчас одной из номер один. Да, конечно. Уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами, к сожалению, время нашей программы истекло. В программе «Крымский вопрос» был Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины. Увидимся через неделю.